Сынок, маленький мой сына, иди сюда. Иди, малыш, сюда, иди. Сынок, ты в каком классе учишься? Пошел. Сына, ты в 5 классе учишься. Сынок, ты уже 10 лет в 5 классе учишься. Да папка в твои годы уже в 6 классе был. Ладно, что там сына тебе задали, давай, да. А в школе задали пословицы. Так. Я некоторые выписал, только смысла понять не могу. Ай, сынка, папка у тебя ас! Пословицей, давай, сейчас объясню любую, давай. Главное не размер, а умение пользоваться. Мама, иди сюда. Тут сыну в школе тебе вопрос задали. Вы ничего без меня не можете. Что там у вас? Пословицы. Давай. Главное не размер, а умение пользоваться. Как тебе объяснить, сынок? А я послушаю, давай, да. Ну, понимаешь, да, у людей, ну, когда ты вырастешь. Ну, понятно, это долго, до утра. Сына, давай я тебе объясню, короче говоря. Значит, главное не размер, а умение пользоваться. Вот смотри, сына, вот у нас в семье с размером все в порядке. А потому что, сынок, мама умеет пользоваться. А то. Следующее. Давай. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Ладно, я объясню. Смелому, как говорится, и море по колено. Ой-ой-ой. Что там у нас по колено? Я говорю, по колено. Рассказывай. Ну, хорошо, сынок, я объясню. Как там говоришь? Сучка не захочет, кобель не вскочит. Так вот, сынок, у нас в семье все наоборот. Сучка, сынок, между прочим, просыпается в 7 утра, чтобы щенят накормить и в школу отправить. Сучка, понимаешь, стирает на всю псарню каждый день. Стоит, понимаешь, гладит у доски каждый день, сучка. А кобель сына? Кобель сына сутками на заводе. Кобеляка сына пашет, чтоб лишнюю косточку в дом принести. А что кобелю от сучки надо? Да чтоб кобеля не трогали. Просто вечером посидеть спокойно на диване, попить пивка, посмотреть футбол. Вот так вот целыми днями, сына, эта кобелина лежит на диване и чешет между задними лапами. Я не понял, что? То, понимаешь, чешет вместо того, чтобы помочь сучке убрать перед выходными. А зачем ей убирать перед выходными? А потому что к сучке сына должна приехать сука. Что там дальше? А про любовь можно? Про любовь нужно, да. Любовь зла, полюбишь и козла. О, сынок, это я тебе объясню. Можно козел послушает. В принципе, пословица правильная. Единственное, я бы вот слово «полюбишь» немножко поменяла бы. Звучит так примерно. Любовь зла, привыкнешь и к козлу. Что? Вот то. Терпение и труд все перетрут. Вот, сынок, вот это хорошая пословица. Это отлично. Я тебе объясню, сынок. Смотри, терпение и труд, да, все перетрут. Объясняю. Вот смотри, сынок, вот папа трудится раз в неделю. Ты может потерпеть. И раз в месяц, вот так вот. Не надо только рассказывать, сын, это мама. Мама терпит раз в неделю. Хотя могла бы трудиться и каждый день. Раз в год и палка стреляет. Сынок, эту книжку тебе мама подсунула. Что, папа, это тоже неправильная пословица? Ну, как тебе сказать, нормальная пословица. Раз в год и палка стреляет. Я объясню. Со статистикой я, конечно, не согласен, но образ выбран правильно. Ах ты, какой у нас папа интеллигентный. Какая мама у нас остроумная. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Я тебе объясню, сынок. Вот смотри, сынок. Петух, хоть мне и неприятно это слово, в отличие от кукушки, свои яйца в чужие гнезда не подкладывает. Так, а в прошлом году на свадьбе у Семеновых, а? 5:25. Да. Я же объяснял. Ой. Петух выпил. Ага. Петух перепутал. Если честно, сына, до гнезда там дело так и не дошло. Петух уснул. Понял, сына? Понял. Что ты понял? Ну, муж и жена одна сатана. Вот тоже. Давайте, а то у меня там... Студия Гранд